Когда началась Великая Отечественная война, с Колымы на фронт не призывали. Население северных регионов страны должно было работать в тылу, обеспечивая продовольствием и пушниной. Единственным фронтовиком с Колымы стал молодой фельдшер Иван Слепцов. Волею судьбы он был отправлен на войну. Эфир нашей программы продолжит рубрика «Мы помним», а я на этом с вами прощаюсь. До встречи. 23-летний Иван всегда мечтал о профессии врача. Помощь людям – вот что приносила радость молодому колымчанину. Война застала парня в городе Якутске, где он учился в фельдшерско-акушерской школе. С северных районов в те годы не призывали, но Иван даже не раздумывал, пошел защищать родную землю добровольцем. Внимание! Говорит Москва! Сегодня, 22 утра, объявление войны. Так получилось, что он является единственным уроженцем Верхнеколымского улуса, который был призван в войну и вернулся. То есть раньше же вот северов не призывали, а вот дедушка именно в это время как раз вот находился в Якутске, и он добровольцем пошел на войну и, в общем-то, в итоге оказался единственным уроженцем Верхнеколымского улуса, который ветеран Отечественной войны Великой. Даже в страшной войне он не убивал, а спасал людей от смерти. Пройдя обучение в полковой школе в Челябинске, с февраля 1943 года стал военным фельдшером. За 1 год и 7 месяцев фронтовой жизни Иван Гаврилович оказывал медицинскую помощь воинам и офицерам, выносил сотни раненых с поля боя. Он был военным фельдшером, офицерское звание, да, и под его началом работали рядовые санитары. А они должны были, в принципе, вот фельдшера военные, они могли на поле боя не выходить. Они должны были работать вот в тылу, да, и сразу же оперативно помогать делать первую помощь. А санитары как раз они выносили прямо с поля боя. И вот потом его подчиненные пожаловались на одного санитара, который, оказывается, выходя на поле боя, просто сидел где-нибудь, спрятавшись, и не высовывался, то есть не работал, не выносил раненых. Хотя вот ему раненые прямо кричали, да, вот помоги, помоги. Но когда дедушка поговорил с санитаром, а он признался, что он единственный сын у матери, и в каждом письме мать заклинает сына вернуться живым. И он лично попросил у командира заменять и выходить на поле вместо этого санитара, потому что он сказал: вот у матери еще кроме меня 3 сыновей. Если что, она перетерпит, а мать санитара может не выдержать. С отвагой и верой в победу Иван Слепцов прошел всю войну, участвовал в боевых действиях под Смоленском, в Белоруссии, Прибалтике. Дважды он был легко ранен в ногу и 1 раз контужен. Но ни разу не терял чести и достоинства. За храбрость был награжден лично сыном Чапаева. А от товарища Слепцова, я думаю, можно ожидать еще не один подвиг и геройство. Объявляю благодарность рядовому Слепцову за смелые, решительные действия. Служу трудовому народу. Я действовал не ради награды, а по создавшейся обстановке. У него очень много интересных встреч было. Он мне рассказывал, что орден Красного Знамени ему вручал сын Василия Чапаева, Александр Васильевич Чапаев. То есть он как раз служил под его командованием. А когда он получил ранение, то лечил его не кто-нибудь, а академик, личный врач Иосифа Виссарионовича Сталина. Домой в Якутию, в родное село Арылах, фронтовик вернулся лишь в 1947 году и стал настоящим примером доблести и мужества для всех своих земляков. Ни одно поколение воспитано на рассказах героя. А в этом году в Зырянке режиссер Народного театра Эдуард Бандеров представил пьесу «Доблестный сын Колымы». Спектакль поставлен по мотивам книги «Жизнь прожить, не поле перейти», которую фронтовик написал сам. Иван Слепцов прожил долгую и счастливую жизнь, несмотря на тягости войны. На все невзгоды он отвечал только любовью и заботой. Ушел в 79 лет. Через 3 дня после похорон умерла белая кобылица. В районе шептались: должно быть, был великий человек. Всадником поднялся на небеса. Екатерина Карпухина, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.